Здравствуйте, это проект «Прямой разговор». Сегодня гость нашей студии – человек, чей вклад в поддержку защитников Родины не остался незамеченным. Таймураз Ревазов, директор Северо-Остинского медицинского колледжа, недавно был награжден благодарственным письмом и медалью за помощь фронту от Северо-Остинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Как учебное заведение под его руководством участвует в поддержке российских военнослужащих, о видении роли медицинского сообщества в современных условиях, об этом не только мы поговорим с Таймуразом Дмитриевичем. Добрый вечер, Таймураз Дмитриевич. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, это взаимно. Таймураз Дмитриевич, ваша деятельность получила заметное признание. Награды за помощь фронту. Повлияет ли она на ваше дальнейшее участие в подобных проектах? Я скажу одним словом. Любая награда – это приятно. Ты знаешь, что действительно была проведена и проводится большая работа, притом конструктивная помощь. И ты знаешь, что этой помощью обязательно воспользуются все ребята, которые находятся сегодня в зоне СВО. И не только эти ребята, бойцы, но и наши коллеги. Это военные фельдшера, медицинские сестры и все, которые закончили наш медицинский колледж. А их на сегодняшний день уже 42. 42 наших выпускника на сегодняшний день находятся в зоне выполнения специальной военной операции. Это военные фельдшера, 4 девушек, которые возглавляют операционные блоки. И мы каждый день, лично я думаю, 42 молодых наших выпускника. Это уже закаленные ребята и профессионалы своего дела. Вот если в день они спасают 5-6 жизней, это сколько же получается в неделю, в течение 10 дней в месяц и на протяжении 2,5 лет? Это получается 1000. Вот честь им и хвала нашим ребятам и всем ребятам, которые находятся на фронте. Какие инициативы реализуются в вашем учебном заведении для оказания поддержки защитникам Родины? Прежде всего, вот предыдущие периоды времени, когда мы собирали по принципу «все для фронта, все для победы», абсолютно правильно, что уже последние 1,5-2 года мы делаем индивидуальные пакеты для каждого бойца, для всех ребят. Это теплое белье, зимнее, осеннее, так, комплект носков, всего самого необходимого, средства гигиены. И, конечно же, необходимые лекарства, медицинские препараты, которые нужны для оказания сиюминутно и сейчас в том числе. Поэтому я считаю, что это очень эффективно. И по отзывам, ребята же к нам периодически приезжают, мы с ними все время общаемся. И, конечно, очень важно, сегодня очень востребовано, собственно, это было и всегда востребовано, это маскировочные сети. Особенно вот этот период времени года, когда это нужно. И у нас уже на протяжении более 3,5 лет очень большой опыт работы по плетению этих маскировочных сетей. И бывает удивительно, приятно и трепетно, когда где-то 18-19 наши девочки с общежития спускаются в цокольный этаж и плетут эти сети. И они все прекрасно знают, что каждый квадратный метр спасет чью-то жизнь. Поэтому вот в этом направлении мы, конечно, будем двигаться дальше до победы. Ваши студенты и преподаватели участвуют в проектах помощи защитникам Родины. На ваш взгляд, каким образом это повлияет на их воспитание и профессиональную подготовку? Коротко, напрямую. И влияет на их работоспособность прежде всего, на их воспитание, патриотическое воспитание и, конечно же, будущую профессиональную подготовку, которую на сегодняшний день мы их готовим. Я вам скажу такой пример. Сейчас у нас активная фаза, когда наши студенты-выпускники со всех отделений дают государственные экзамены, защищают диплом. В этом году заканчивает 28 ребят с фельдшерского отделения. 28. Большая часть из них ребята. Все собираются служить в вооруженных силах. В этом году выпускается 38 ребят, медицинских братьев, которым, и те, которым исполнилось 18 лет, все готовы и хотят служить в вооруженных силах. Поэтому, когда мне говорят, что важнее, профессиональный подход к знаниям или же военное патриотическое воспитание, сегодня мы живем в таких периодах времени, да? На первом этапе, я считаю, это наше военно-патриотическое воспитание. Потому что, к сожалению, я знаю достаточно много случаев, когда профессионал в любой сфере, иногда не является патриотом своей Родины,
А вот воспитанный в патриотическом воспитании, то, что, о чем мы с вами говорим, это, я считаю, очень важный вопрос, всегда будет профессионалом. И вот качество профессионального воспитания и приверженность всем нашим идеям и то, о чем мы с вами говорим, я считаю, это самое-самое-самое главное. На это мы и рассчитываем и получаем результат. То, о чем я сказал. Наши ребята. Таймураз Дмитриевич, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу роли медицинского сообщества в современных условиях. Колоссальная. Колоссальная. Я уже в начале своего выступления сказал о роли наших ребят. И не только ребят, которые сейчас на фронте, но те, которые оказывают сейчас помощь, каждодневную помощь. Это на скорой помощи, при оказании первичной медико-санитарной помощи. Пациент всегда к кому обращается? К фельдшеру или к медицинской сестре? И от того, как выбран правильный подход, как отработана логистика движений, зависит от этого очень много. А больше всего это зависит, конечно, жизнь пациента. Чему мы всегда говорим так? Ведь мы приучаем не только к профессиональным знаниям, но к этике и эстетике. Мне всегда нравится выражение, что когда пациент даже издалека увидит медицинского работника, от одного внешнего вида ему должно становиться легче. И очень важно. Очень важно. Поэтому вот тот вопрос, который задали, это, я считаю, очень важным вопросом. Не всегда под рукой бывает то, что необходимо в данный момент. Но доброжелательные отношения, доброе слово, чувство милосердия, доброта всегда должны быть доминирующими. И я скажу так, это не только для медработников, это касается, по-моему, абсолютно для всех. Для нормального гражданского общества, в котором мы живем. Таймураз Дмитриевич, школьная пора позади, пора вступительных экзаменов. Какие новшества у вас в этом году? Действительно, наступает пора для наших абитуриентов, выпускников наших среднеобразовательных школ, да и не только школ. Поэтому у нас прием документов для поступления в медицинский колледж уже идет вторую неделю, с 18 и будет продолжаться до 10 августа. До 10 августа. А те абитуриенты, которые будут поступать на лабораторное отделение и на фармацевтическое отделение, прием документов будет до 15 августа. У нас работает телефон приемной комиссии 33 33 41. Значит, любой абитуриент может с 9:00 до 16:30 набрать этот телефон и сказать, что пакет документов в соответствии с требованием готов. Чтобы не было столпотворения, каждому абитуриенту сотрудник приемной комиссии назначает день и час. И в течение 3, максимум 4 минут тот абитуриент, который к нам приходит, его встречают, заходит в приемную комиссию. И после того, как комплект соответствует документам, соответствует тем требованиям абитуриента, назначается день и час тестирования, экзамена. Вот многие спрашивают, экзамен, тестирование. Тестирование – это необходимо. Тестирование выявляет кругозор будущего студента, умение работать в коллективе. И самое главное – приверженность будущей медицинской профессии. Это очень-очень-очень важно. Поэтому на нашем сайте 28 февраля опубликованы правила приема www.sobachka.ru. Поэтому СОМК, Северо-Осетинский медицинский колледж. Поэтому все документы, которые необходимы, они там есть. Подробно. Что касается новшества в этом году, по сравнению с прошлым годом. Значит, в прошлом году мы принимали абитуриентов в первоочередном порядке. Это детей, участников специальной военной операции. В первоочередном порядке мы принимали сирот и инвалидов. Поэтому те правила, которые были в 2023-2024 годах, они сохраняются. Что касается, отвечая на ваш вопрос, что нового, в этом году в первоочередном порядке будут приниматься дети ветеранов боевых действий. Если раньше мы говорили дети участников СВО, ветеранов боевых действий, то сегодня в том числе дети, у которых родители являются ветеранами боевых действий. То есть дети афганцев, дети других локальных происшествий, которые чеченских, которые период был 8-дневная война на территории Южной Осетии. Поэтому детей ветеранов боевых действий мы будем тоже принимать в первоочередном порядке. Но при условии, что они выполнили все требования. Тестирование у нас для всех одинаково. А требования к тестированию – это то, о чем я говорил.
умение работать в коллективе, кругозор будущего студента и приверженность нашей профессии. А какими качествами должен обладать в первую очередь ваш абитуриент? Прежде всего, это то, о чем мы с вами говорили. Это воспитание. Воспитание, которое идет из семьи, которое идет из школы. Это очень важно, потому что мы периодически, к сожалению, сталкиваемся, когда сам разговор, логистика изложения, ну, конечно, она нуждается в корректировке. Поэтому всегда, во все времена, воспитанный человек всегда должен идти впереди. И мы это всегда чувствуем. Это очень важно. И немаловажный момент, это, конечно, его действительно реальное желание стать медицинским работником. Это очень важно. Я вам скажу, что вот я наблюдаю такую динамику, что вот на протяжении последних 3-4 лет увеличивается количество абитуриентов, детей медицинских работников. И более того, детей медицинских сестер, которые работают в наших лечебных учреждениях, в поликлиниках, детей наших фельдшеров, которые работают на фельдшерско-акушерских пунктах и, конечно же, на станции скорой медицинской помощи. Вот эти абитуриенты, они 100% идут осознанно. Поэтому на примере своих родителей, в основном мам, они знают, какая это очень непростая работа медика. Что мама несколько дней в неделю, в месяц ее не бывает дома, потому что она дежурит. И поэтому вот этот выбор всегда бывает осознанный. То есть мы говорим о преемственности поколений, и это очень важно. Вы знаете, каждый год в этот период времени, это как клещи, как тараканы, активизируются всегда мошенники, которые предлагают свои услуги. Посредники. Поэтому я хочу обратиться ко всем. Опасайтесь мошенников. Вся информация, официальная информация на нашем сайте. Более того, я вам хочу сказать, у нас телефон доверия 33 37 88, прямая связь. Если у какие-то возникают вопросы после того, как родители абитуриента ознакомилась с правилами приема, и, возможно, есть какие-то вопросы, мы всегда готовы ответить и проконсультировать. Поэтому двери нашего колледжа открыты, все должно быть ясно, прозрачно и объективно. Теймураз Дмитриевич, я знаю, что завтра у вас будет очень важное мероприятие. Расскажите о нем. Торжественное, я бы сказал, такая трепетная. Вот я уже сегодня встречался с частью наших выпускников, которые заканчивают на отлично. Значит, в этом году 29. И вот я, когда всматриваюсь в их светлые лица, думаю, какая же вас судьба ждет. Но то, что они закончили и проучились великолепно, я абсолютно уверен, что не только население Северной Осетии, но все жители нашей великой России, потому что наши выпускники работают практически на всей территории постсоветского пространства, вот те пациенты, которые к ним придут, они встретят профессионально подготовленного, знающего и приятно выглядящего медицинского работника. И я абсолютно уверен, неизвестно, как у каждого из них сложится судьба, Господи, храни их, так? Но, возможно, кто-то выберет дальнейшую свою карьеру, захочет поступать в медицинскую академию. И не только в нашу. Поэтому я за них искренне рад. И хочу вам сказать, что в этом отношении наше будущее в надежных руках. Какие проекты планируете реализовать в ближайшем будущем? Все, о чем мы с вами говорим, и над чем мы работаем, и как мы работаем, все это стандартизировано, регламентировано. Но возвращаясь к предыдущему нашему разговору, тот вопрос, очень важный вопрос, который вы подняли, так, я считаю так, не надо изобретать что-то новое. История медицины, история развития медицины и становления медицины, и в первую очередь в нашей республике, это сложилось на протяжении многих веков. Надо помнить, прежде всего, свою историю и совершенствоваться, потому что медицина – это такое направление и в образовательном процессе, что обязательно надо успевать за новыми технологиями. Поэтому, конечно, все новые IT-технологии,
Но ни один компьютер, ни одна программа не заменит клинические мышления. Мы говорим о стандартах. Но всегда был индивидуальный подход к каждому пациенту. Одинаковых не бывает. У каждого бывает своя особенность. Вот эту особенность надо выявить. И поверьте, это всегда играет очень положительно. Ведь самое главное, человек, который обращается за медицинской помощью, он не обращается именно, он всегда думает так: надо подождать немного, легче станет. Но когда наступает момент, любой пациент хочет видеть, собственно, и я тоже, чтобы, когда нас что-то беспокоит, чтобы нас встретили грамотные, умные и профессионально подготовленные специалисты. И это очень важно. Таймураз Дмитриевич, у вас есть хорошая возможность обратиться к выпускникам, ну и, конечно, к абитуриентам. Знаете, я хочу обратиться и к выпускникам, и абитуриентам, и к родителям абитуриентов. Уважаемые наши выпускники Северо-Остинского медицинского колледжа, я абсолютно уверен, что вас ждет очень интересная, насыщенная жизнь. Но те годы учебы, которые провели, это касается не только жителей Северной Осетии, это касается ребят с соседних братских республик. Вот эти годы, которые вы прожили, проучились в нашем колледже, оставят неизгладимое впечатление на всю оставшуюся жизнь. И я абсолютно уверен, что в том числе среди наших сегодняшних выпускников, вот я даже абсолютно уверен, я вижу будущих военных медиков, они уже есть, будущих полковников, генералов медицинской службы. Но всегда, какое бы они решение ни принимали, и в будущем, когда они сами будут возглавлять многочисленные коллективы, они всегда будут с гордостью говорить: я выпускник Северо-Остинского медицинского колледжа. И для этого есть многие примеры. Я очень горжусь, и об этом говорил несколько раз, что сегодня в военной медицинской академии уже 2 взвода наших выпускников на 2-м, на 3-х курсах. В этом году 12 наших студентов-выпускников будут поступать туда. Поэтому я им пожелаю прежде всего сохранить свое здоровье и все знания, которые вы получили и в дальнейшем будете получать, чтобы всегда были направлены на здоровье жителей нашей великой России. А тем абитуриентам и родителям, прежде чем подавать документы в медицинский колледж, надо взвесить, сможете ли вы посвятить всю свою оставшуюся жизнь такому благородному делу, как лечению больных. Всегда быть добрым, милосердным, и всегда, чтобы чувство сострадания никогда не покидало. Чтобы всегда быть рядом с пациентом. И самое главное, чтобы пациент это всегда чувствовал, что он не один. Спасибо большое за то, что сегодня нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч. И вам спасибо, как говорят, и вам не хворать.